Во время прямого эфира канала Акит ТВ Абдурахман Сатук рассказал о бесчеловечной политике китайских властей в отношении жителей Восточного Туркестана. Подчеркнув, что считает эпидемию коронавируса наказанием Бога, Абдурахман сказал, что Китай расплачивается за содеянное в отношении уйгуров и других тюрков. Сатук сделал следующее заявление. Ранее, несмотря на то, что мы являемся коренными жителями Восточного Туркестана, мы не могли снять номер в отеле или арендовать жилье во многих городах нашей родины, а также внутренних провинциях Китая. Сейчас по всему миру китайцы переживают то же самое. Также хочу напомнить слова руководителя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпиня, который заявлял, что Китай ничто не остановит. Выразив огорчение безмолвием исламского мира, Сатук подчеркнул, что вопреки развитию и прогрессу в 21 веке, благодаря которому космонавты периодически отправляются на Луну, уйгуры не могут связаться со своими родными, оставшимися на родине хотя бы по телефону. Сатук сказал, что помимо издевательств Китая, весь мир требует доказательств относительно ситуации уйгурского региона. В целях ускорения процесса ассимиляции и промывания мозгов китайские власти отнимают детей уйгуров и отправляют их в школы и интернаты внутренних провинций. Информационное агентство Bitter Winter провело интервью со школьниками-уйгурами, обучающимися в средних школах провинции Жэчжиян. Детям уйгуров, оторванным от своих семей, прививают основы коммунизма и преданности китайским властям. По окончанию обучения школьники должны пройти тест на верность коммунистической партии, после чего вернуться на родину и занять должность в одном из государственных учреждений, подконтрольных Пекину. На данный момент большинство школьников из уйгурского региона остались в китайских провинциях, попавших под карантин. Количество жертв коронавируса, который появился в китайском городе Ухань и распространился в более чем 20 странах мира, стремительно растет. Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что за последние сутки от нового типа вируса скончалось 73 человека. Общее количество смертей достигло 563 и было зафиксировано еще 3000 случаев инфицирования. Кроме этого, комиссия сообщила, что число потенциальных разносчиков среди населения Китая превышает 28 тысяч. При этом через 30 часов после рождения у одного малыша был обнаружен коронавирус. Каким образом заразился малыш, пока неизвестно. Кроме этого, после обнаружения вируса у одного из пассажиров круизного лайнера, прибывшего из Гонконга, японские власти взяли судно под карантин. Второй день пассажиры проходят медицинский контроль. Проправительственное издание Китая Global Times сообщило, что китайский специалист-вирусолог Ли Венлиан, который первым предупредил мировое сообщество об эпидемии в городе Ухань, скончался от коронавируса. 30 декабря прошлого года доктор Ли оповестил своих коллег о надвигающейся опасности и опубликовал в социальной сети предупреждение относительно мер предосторожности. Департамент общественной безопасности обвинил доктора в публикации ложной информации и нарушении общественного порядка. В Сенате США прошло голосование по вопросу отстранения Трампа от власти. Сенаторы, принявшие участие в голосовании относительно президента США, обвиняемого в превышении должностных полномочий и вмешательстве в работу Конгресса, признали Дональда Трампа невиновным. За оправдание Трампа по обвинению в превышении должностных полномочий проголосовали 52 сенатора. По вопросу вмешательства в работу Конгресса Трамп был признан невиновным голосами 53 сенаторов. Ранее Палата представителей США, большинство мест в которой занимают демократы, одобрила предложение отстранить Трампа от власти. Президент США обвиняется в оказании давления на украинское правительство для победы над кандидатом в президенты Джо Биденом.